czuwanie odwentowe, u jakim osobliwy sposób приглядаем się do osoby Najświętszej Panny Maryi. I сьогодні у Євангелії ми побачимо, як Ян Хреститель висилає до Єзуса Христа двох своїх учнів з просьбою о тим, щоб Єзус Христос дав свідчення про самому себе. І бачимо, як вельми потрібно у нашому житті таким духовним, християнським, świadczenie один другому, świadczenie o tym, co czynić Bóg w moim życiu. Takim dobrym przykładem na pewno jest mianowita Maryja, jaka przyszłszy do Elżbiety, zaświadczyła każdy, że wielkie uczynił mnie wszechmogutny. Niech nasza codzienność będzie świadczeniem wielkich spraw, jakie Bóg czynić w naszym życiu. A na początku stanie w prawdzie przed Bogiem i prosimy Jego za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadaj się. Bogu Wszechmogutnemu i wam, braty i siostry, що zgrzeszył ja wielmi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу, Najświętejszy, zawsze Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться за меня, до Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
святости для Себастьяна, с нагоды дня народження. Исполняется кругло 14 років. Я гэту святую імшу адпраўляю тэнцыі святой памяти Михаила, прошедшего в дар жыцця вечнага, это чаго імша святая Григорьянская. Молимся. Спрадвечны Ойча, Ты, спаўняючы абяцанні дадзеныя праіца, абраў на свяцейшую Панну Марыю, каб яна стала маці збаўцы, дапамажы нам ісці за яе прыклад, бо табе спадабалася яе пакора, а яе паслухмянасць паслужыла нам на збаўленне праз Пана наша Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і владаць у єднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Я Пан, і нема іншого. Я формую світло і створаю темру. Чиню добробит і створаю недолю. Я Пан, чиню усё гэта. Крапіце нябёсы з вышыняў, і храмы няхай прольюць справядлівасць. Няхай адкрыецца зямля і народзіць збаўленне, і разам узыдзе справядлівасць. Я, Пан, стварыў усё гэта, бо гэта гаворыць Пан, які стварыў нябёсы. Ён Бог, які стварыў зямлю і ўчыніў яе. Ён умацаваў яе, не пустой стварыў яе, сфармаваў яе, каб на ёй жылі. Я Пан, і няма іншага. Ці не я Пан, і няма іншага Бога апроч мяне. Бога справядлівага і збаўцы няма апроч мяне. Звярніцеся да мяне усе межы зямлі, і будзеце збаўлены, бо я Бог, і няма іншага. Прысягаю на самога сябе, з вуснаў маіх выходзіць справядлівасць, і слова нязменнае. Бо перада мною схиляется кожное колено. На меня присягать будет кожный язык. И скажа мне, только у Пану перамога и моц. Да яго прыйдуць и засаромяцца ўсе, хто трымаў зло на яго. Панам будзе апраўдана и уславлена усе потомства Израиля. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Что говорить Пан Бог, Ён спокой обвящае народу и святым своим. Сапраўды Яго збаўленне близкое для тых, кто боится Яго. И слава Божия будет жить на нашей земле. Сустрэнуцца разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет с земли, а справедливость будет позирать с небесов. Небесы,
поставить на шлях кроки свои. Небесы мягкой прольют справедливость. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зарабі моцний голос свой, Єрусалим, яки несеш добрые вестки. Вось Пан Бог приходит с моцаю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Ян покликав двоїх з учнів своїх і послав їх до Єсуса спитатися: «Ти той, який повинен прийти, чи чекать нам іншого?» Коли вони прийшли до Єсуса, сказали йому: «Ян Хреститель послав нас до тебе спитатися, чи ти той, який повинен прийти, чи чекать нам іншого?» У той самий час Єсус шмат кого вилічив від хвороб, немочів і від злих духів, і многим шляпим вернув зрок. І сказав їм Єсус в отказ: «Ідіть і розкажіть Яну, що ви бачили і чули. Шляпые знов бачать, кульгавые ходять, прокаженные очищаються, глухие чують, мертвые увоскресають, убогим обвещается добрая новина. И счастливый той, кто не будет сомневаться во мне». Это слово Пана. Черговий лист з листов Вчителя, і сьогодні письмо 11. Мой дорогой Гнусик, видимо, все идет очень хорошо. Особенно рад узнать, что новые друзья твоего пациента познакомили его со всем своим кругом. Я успел проверить в списках, что это вполне надежные люди, прочные хулители врага и рабы земного, которые, не совершая особых преступлений, спокойно и уверенно идут прямо в дом Отца нашего. Ты говоришь о том, что они любят посмеяться. Надеюсь, что ты хочешь этим сказать, что смех как таковой полезен для нас всегда. Этот пункт следует разобрать особо. Я разделяю причины человеческого смеха на следующие: радость, веселье, анекдоты и развязность. Радость проявляется, когда друзья или влюбленные снова встретятся после краткой разлуки. Взрослые люди обычно придумывают какой-нибудь предлог для смеха в виде шутки. Но та легкость, с которой даже самые пустяковые остроты вызывают в такой момент улыбку, показывает, что не в шутках дело. В чем тут причина? Мы до сих пор не знаем. Что-то подобное этой радости выражается в гнусном искусстве, называемом музыкой. И еще что-то похожее, говорят, бывает в раю на небесах. Какое-то бессмысленное и ненужное учащение ритма блаженных эмоций,
совершенно непонятное для нас. Такой смех не в нашу пользу, и ему всегда следует противодействовать. Он просто противен и оскорбителен для того реализма, достоинства и строгости, которые все время царят в аду. Веселость близка к радости. Это легкая пена и рождает ее инстинкт игры. Она тоже приносит нам мало пользы. При ее помощи, конечно, иногда можно оторвать людей от чувств и от действий, угодных врагу. Однако сама по себе она не содержит ничего хорошего, а плохое несет. Содействует мужеству, милосердию, нетребовательности и многим другим порокам. Анекдот, помогающий внезапно увидеть смешное и нелепое, все же обещает больше. Я отнюдь не имею в виду неприличные или грубые анекдоты. Они чаще всего не приводят к ожидаемым результатам, хотя посредственные искусители возлагают на них большие надежды. Следует знать, что люди в этом отношении четко делятся на два типа. Для одних нет страсти сильнее зова плоти, но неприличный анекдот не разжигает их, потому что он смешной. У других людей такой анекдот рождает смех и похоть одновременно, от одной и той же причины. Люди первого типа шутят на сексуальные темы, потому что они часто и впрямь смешны. Люди второго типа просто используют повод поговорить о сексуальном. Если твой пациент принадлежит к первому типу, неприличные анекдоты тебе не помогут. Никогда не забуду те часы, которые я потерял с одним из моих первых пациентов, шатаясь в страшной скуке по барам и салонам, прежде чем усвоил себе это правило. Узнай, к какому типу принадлежит твой пациент, и следи за тем, чтобы он об этом не проведал. Истинная польза от шуток и юмора совершенно в другом. Эта польза особенно много обещает при обработке англичан, которые смотрят на свое чувство юмора столь серьезно, что недостаток его почти единственный порок, которого они действительно стыдятся. Юмор для них ослаживает и, заметь, извиняет все. Вот такой юмор совершенно неоценим как средство против стыда. Если человек просто заставляет других за себя платить, он пошлый. Если же он шутливо хвастает при этом и дразнит своих друзей тем, что они дают себя раскрутить, он уже не пошлый, а весельчак. Просто трусость позорна, но если ее замаскировать шутливым хвастовством, юмористическими преувеличиваниями и комическими ужимками, она может показаться забавной. Жестокость позорна, если жестокий человек не назовет ее шуткой. Тысячи непристойных и даже кощунственных анекдотов не продвинут так человека в сторону погибели, как открытие, что он может сделать почти все, что угодно, и друзья не осудят его, а восхвалят, если только он выдаст это за шутку. Кроме того, такой соблазн можно почти полностью скрыть от твоего подопечного за счет вышеупомянутого серьезного отношения к юмору. Всякую мысль о том, что и в шутках можно зайти слишком далеко, представь ему как пуританство или тупость. Однако развязный смех лучше всего. Во-первых, он не стоит особых усилий. Только умный человек способен умело пошутить о добродетели. Но любого развязного, пошлого человека можно научить добродетель высмеивать. Среди развязных людей всегда предполагается, что кто-то из них сказал что-то остроумное и смешное, хотя никто ничего такого и не говорил. Каждый серьезный предмет они обсуждают так, как будто в нем уже нашли смешную и нелепую сторону. Устойчивая привычка к развязному смеху прекрасно защищает от врага. Кроме того,
Она свободна от тех опасностей, которые содержатся в прочих видах смеха. Между развязным смехом и радостью огромное расстояние. Развязность притупляет, а не проясняет разум, и отнюдь не сближает предающихся ей. Твой любящий дядя Балам. Ми віримо, що Христос, якого ми чекаємо, має моc задоволити всі наші потреби. Тому проставимо наші просьби і молитви. Молимося за всіх християнів, щоб при допомозі ласки вони змогли з упевненістю йти по шляху Божих заповідей. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за рухи однови в Костелі, щоб Дух Святий через їх дійність наближав до Бога все більше людей. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за в'язнів, щоб вони так само почули добру новину об наближенні Божого володарства. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодих людей, які рихтуються до суженства, щоб свій союз вони будували на взаємній любові і на вічних коштовностях. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб наш уділ у Святої Мші був більш повний і впливав на наше щоденне життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всіх потребних ласков для Себастьяна з нагоди дня народження. Просим. Вислухай нас, Пане. Боже милосердности долучай наших близких. Померлых в особливий спосіб молимся за святої пам'яті Михаїла. Вічно відпочинок дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай почувають у спокої вічне. Амінь. Про заступницю святого Юзефа молимся інтенції наших доброчинців, виродавців нашої парафії, так само інтенції будови нашого костьола. Як добрий Бог сприяв цій справі, а наших добродіїв одарив своїм благословенням. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об дарі здоров'я для хворих і потрібних ласкав для медиків. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в справедливости, правде в нашей краине, об вызволении вязнев и об вертании митрополита на родину. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже наш Ойче, криниця всякого добра, выслухай молитвы Твоего народа и про Твою избавчую моц приведи нас до созирания Твоей хвалы. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Святая Пана,
Panie, те дари, перемени их своему Отцу и сакрамент збавлення, у яким надиходячи на зміну всім приношенням старого заповіту, складається в ахвяру соправдане ягнем Твой Син Єсус Христос, цудовним чином народжений беззаганний Пан, який живе і владарить на віки вічні. Пан з вами. И с Духом Твоим Богу серце. узносим лика Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавление, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку, Пане, Святый Отче, всемогутный вечный Бог. И как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии Зочи Детей. И на празднение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховываючи хвалу дьявольства, дала свету спрадвечное светло Иисуса Христа нашего Пана. Про Его Твою величь прославляюсь хвалененно, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, как и наши голосы долучились до них, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 как Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа вышия, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Господа вышия. Заправды Божа, Ты святый, криниця усякої святости. Кому просим Тебе, освяти Ты дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином повечері взяв кіль, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келіх крові маї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таинница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твоего воскресения и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominaючи śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawlenia. Dziękuję, że uczynił nas godnym стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любовь, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надейное воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласce дошел за просвет, и дозволь им убачить святло обличчя Твое. Просим Тебя смилость над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечно. В єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у
u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razуще веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя своего единородного Сына. Тому осмелимся сказать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласково супокой дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны, закованы души рака неспокойно. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, i будь łaskawy, zgodно z Twojej woli, daruj их супокоем и jedność. Ty żyjesz i władarasz na wieki wieczne. Amen. Супокой Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокоя. Szczęśliwy, a Paklika na ręczego Panie, ja nie warty, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пусть Дева зачни народить сына и даст ему имя Эммануэль.
Пане наш Боже, нехай сакрамент, який ми прийняли, умасує нас у Твоей милосердной любові, как мы с верою, шановуючи Матір Твоего Сина, были избавлены праз Его утілавлення, який живе і володарить на віки вічні. Ромах Падрихтовки, так само для урочистості Божого народження, сьогоднішнього дня розпочинається навена до дитятки Єзуса. День перший. О, дитятка Єзус, ось я стою коло Тебе, звертаюся до Тебе, присутного во всім. Вельми чекаю Твоєї допомоги. Глянь на мене з любов'ю і приди, нехай мене заховає Твоя усемогутність. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. вітай, Марія, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Dobre uczynki, a dzień jość jeszcze. A jość jeszcze. Dwie siastryczki. Dla was wycień jedno. У любым випадку пошла до сім'ї пошалей, ну, але понясе одразу той сім'ї Женя додому.
Аня молитва живется разом, правда? Ну и сегодня уже 16-й день, Диана 20. Приготовать бытлейку с фигурами Святой Семьи. Постановку. Коля Ялинки. Рихтуйте, Фигурки, подумать. вяжите, Ого. вырезайте. Можно разные слова. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, судай спокусу і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас дугодушнують в просвіті. Амин. Найсвятейшее серце Ісуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас.